Так, ответ? 723. Ни калькулятора, ни черновика. 9-летний Ильяс Егибаев за несколько секунд складывает и вычитает в уме трехзначные числа. Уже 3-й год мальчик занимается ментальной арифметикой. Это помогает и в изучении математики в школе. Но я быстрее всех делаю примеры на умножение, на сложение, вычитание, на все. Ильяс и его сестра Амина вместе защищали честь России на международной олимпиаде по ментальной арифметике в Малайзии. В ней приняли участие 763 школьника из 20 стран. Амина Егибаева заняла 3-е место. Мне это было очень важно, потому что я представляю свою страну. Именно из-за этого я почти не волновалась. Всего же в состав российской команды попали 4 уфимских школьника в возрасте от 8 до 11 лет. В их копилке 1-2 место и 3 бронзы. Могут лучше, потенциал позволяет, уверен тренер уфимцев. В России это новое направление. Оно не более 3-4 лет. Так что весь потенциал еще впереди. Будем работать, будем заниматься, будем брать места. Ментальная арифметика – это система сложения, вычитания и умножения в уме больших чисел. Сначала со специальными счетами – абакусом, а потом лишь помогая себе руками, двигая воображаемые костяшки счетов. Продвинутый уровень, когда дети складывают в уме числа и одновременно рассказывают стихи или прыгают через скакалку. Профессор Владимир Водопьянов считает, что из-за компьютеров и гаджетов школьники и студенты разучились думать логически и считать без калькулятора. Поэтому ментальную арифметику называют гимнастикой для ума. Это гимнастика ума. К сожалению, у нас очень часто школьники, не развито мышление у школьников, приходящих в вуз. Они не умеют думать, они не умеют логически размышлять. А это все складывается, когда человек работает, когда человек думает, когда человек считает. Считается, что эта дисциплина развивает левое полушарие мозга. Оно отвечает за логическое мышление и аналитические навыки. Кроме того, подобные занятия способствуют увеличению объема памяти. Однако некоторые психологи довольно скептически относятся к ментальной арифметике. Говорят, вреда от нее нет, но и пользы тоже. Допустим, специальных исследований на предмет того, насколько развиваются межполушарные связи от этой системы, нет. И как компонент умственных способностей, да, возможно, это будет полезно, но я бы на месте родителей ни в коем разе не преувеличивала роль этой системы. А пока взрослые спорят между собой о пользе этой дисциплины, дети успешно осваивают ее и показывают отличные результаты на международном уровне. Даже если навык быстро считать в уме не пригодится ребятам в будущем, любовь к числам и умение логически мыслить станут основой для новых достижений и побед. Лейсан Закирова, Константин Водик. Столичные новости.